Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». У нас сформировано практически правительство, там, за исключением пару ведомств уже как бы есть руководитель. Много новых лиц, тем не менее, структура практически осталась без изменений. Это огромный такой бюрократический аппарат, который, в общем-то, был притчей во языцах и при прежних президентах, и сейчас, я думаю, тоже будет обязательно как бы фонить от него. И сегодня мы вообще о дне сегодняшнем поговорим с нашим гостем Леван Алагула. Вот один YouTube-канал пригласил руководителя другого YouTube-канала. Ну, иногда можно ходить друг к другу в гости. Леван, доброе. Но вообще, как ты смотришь, вот твои впечатления вот о новом правительстве, вот о составе там, ну вот хотя бы начнем с состава. Спасибо за приглашение. Да, надеюсь, статус не передается. Вот. Но это Россия меня обозначила иностранным агентом, но значит, этот иностранный агент должен иметь какую-то приписку. Я агент Абхазии. Иностранных агентов можно искать, наверное, ну, если в Абхазии где-то искать, с тех структур, которые, в общем-то, меня как бы преподнесли, да, и сказали, вот сделайте его иностранным агентом. Насчет вот твоего вопроса, я бы начал бы чуть-чуть с другого, а с того, что мы можем перейти к обсуждению персоналей тоже, но, на мой взгляд, самое главное то, что ты сказал чуть-чуть раньше, что структура сохранилась, а это значит, что, скорее всего, мы никаких реформ не увидим. Ну, по крайней мере, тех реформ, которые ожидаются уже десятилетиями, можно сказать. Я думаю, что это самая такая главная стратегическая ошибка всех последних президентов, это то, что они не приступали к реформам. Говоря о структуре Кабмина и вообще правительства, и самой власти, премьер-министр говорил о том, что они будут оптимизировать, но на этом этапе нужно как-то вот так, исходя из тех реалий, которые есть, из там, законов там, и так далее. Обычно как бы, нам обещают, что вот мы там будем так скромнее, нас будет меньше и так далее, но мы с тобой знаем, и вообще общество наше тоже знает, что этого не происходит. Я думаю, что главное проблема в том, что, скорее всего, мы сверху этой реформы не дождемся, или будут какие-то попытки там, приукрасить, сказать, что это реформа, но, по сути, я думаю, что изменений от них не будет. Вот с этой стороны, мне кажется, очень важна роль той комиссии, которая сейчас в парламенте работает, насколько она сможет вот эту тенденцию сломать и предложить такой живой, такой интересный организм для реформ. Но насчет комиссии в парламенте, которая есть по конституционной реформе, мы, наверное, чуть позже поговорим. Но я вообще о персоналиях. Вот. У нас же всегда вот такая у нас портретная демократия, и, в общем-то, при отсутствии каких-либо идей, и все время делается акцент, какой человек, мы за него обязательно проголосуем, хотя не важно, что он говорит, главное, он есть. Ну вот по персоналу. Вот и исходим из абхазского. Хорошо, я так опускаюсь на этот уровень, как говорится. Если говорить о персоналиях, я думаю, что есть в каких-то местах такой осторожный оптимизм, по крайней мере, он наблюдается, да? А есть довольно такие пессимистические тоже настроения по отдельным направлениям. То есть здесь некий баланс выдерживается. Ключевые вещи, на мой взгляд, вот если говорить о персоналиях, это отсутствие, скажем так, одиозных, знакомых всем, да, руководителей. Экс-президент, пока мы не видим, чтобы куда-то был назначен экс-премьер-министр. Я думаю, что вот эти фигуры, важно, что их нет. С другой стороны, мы видим, что, например, экс-прокурора генерального сейчас рекомендовал президент для избрания генеральным прокурором. Это, я думаю, что такой, один из таких минусов, по крайней мере, в общественной такой среде это обсуждается. Но, на мой взгляд,
Так как у нас структура строится, что вот как бы линия партии это вот из администрации президента, лично от президента идет, не так важно, кто на местах, чем как бы вот какую политику хочет проводить президент. Поэтому, может быть, даже с теми же лицами могут быть немного другие какие-то результаты, но по факту я хочу вернуться все-таки к первому тезису. Я считаю, что без глубоких реформ это не сработает у нас. Ну, мне кажется, в принципе, первая задача у нынешнего правительства, она выполнена, она по своим персоналиям, опять же, если исходить из абхазских представлений, каким должна быть власть, да, то есть она не должна раздражать. Местами раздражать. Да, местами раздражать, но сейчас ты хочешь, как бы, чтобы все до идеала было, так не получается. Да, это вот на самом деле есть позиция, я просто не хочу называть каких-то министров или там глав там, районов и городов, просто чтобы не накаркать, как говорится. Но есть осторожный оптимизм с учетом именно омоложения и обновления. Вот в этом я могу сказать, что вот если так разговаривая с людьми в интернет-среде, это воспринимается обществом, все-таки хотят новое. Не хотелось бы, чтобы новое, это просто как бы молодое. Хотя это тоже, на мой взгляд, важно, что вот как бы так старое поколение потихонечку отходит. Мне кажется, это важно, да, поймут меня правильно. Ну, я вот, опять же, исходя вот из этой огромной структуры, 33 министерства, ведомства, да, это не считая еще там администрации городов, районов, там у нас прокуратура, суды, всякие счетные палаты и так далее. Там у нас куча всяких структур, ну, то есть огромный бюрократический аппарат. И ты понимаешь, что, в общем-то, мы постоянно в кризисе, да, у нас вот какой-то кризис, и у нас всегда всего чего-то не хватает, да, там дороги на что наши похожи, да, там проблемы с электричеством, с водой и так далее. И ты понимаешь, что, в общем-то, эти деньги, которые могли уйти на другие какие-то социальные вещи, они уходят вот исключительно там на зарплату и содержание этого аппарата. Ладно бы еще этот аппарат показывал бы там высокий какой-то коэффициент полезного действия, но ты видишь, в общем-то... У них там, кстати, свои коэффициенты, они сами для себя определяют, что такое, как бы... Но, кстати говоря, вот этот коэффициент, я так и не понял, у нас вообще вот определение какого-то коэффициента полезного действия, он напрочь отсутствует. Да, то есть у нас нет каких-либо показателей ни по каким министерствам, ни по каким ведомствам. Там хорошо работает, там, допустим, вот какой-то, руководитель пришел, да, там, и вот за этот период, там, сколько он там, год, два, три проработал, отсчитался там, то есть улучшились показатели или не улучшились. Там, допустим, по ГАИ легче всего там проводить, да, там уровень смертности на дорогах, количество аварий и так далее. А вот по другим вещам тоже, наверное, вполне возможно проводить какой-то анализ, но его мы никогда не видим. Вот сейчас тоже была ситуация интересная, да, там Госкомитет по языку, по абхазскому языку, да, там нового руководителя, коллектив там что-то взбунтовался тоже, как бы это опять же все как-то кулуарно все происходит, не пустил его, да, то есть, но и там вот как бы и власти молчат, и этот коллектив тоже молчит, вот какая-то закулисная деятельность, подковерная какая-то работа происходит, но при этом мне хотелось бы вообще как бы посмотреть отчет там, допустим, того же, если вот так уперся коллектив, что мы как бы действительно справляемся с этой работой, там, отчет о проделанной работе, да, там. Это касается любого ведомства, да, потому что как бы должна быть понятна логика изменений, да, но этой логики не прослеживается. То есть, к сожалению, вот отсутствие логики — это вот самая большая
огромная проблема. То есть, и вот сейчас мы говорим о том, что нужны реформы, то есть это некий какой-то параллельный мир. Мы живем, вот, то есть у нас вот эти структуры огромные, да, то есть мы с раза в раз у нас правительство какое-то уходит в отставку, назначается новое, опять что-то мы вот этот какой-то лего пересобрали, где-то какие-то вещи добавили, при этом мы постоянно говорим о какой-то реформе, о конституционной реформе, о реформе системы управления страной, там вспоминаем о реформе местного самоуправления. Ну, куча чего, ну, это вот такая какая-то такая вещь. Но, тем не менее, вот сейчас вот в парламенте идут как бы разговоры о реформе, то есть более конкретно, у нас какой-то временной срок все-таки есть, да, там осталось до 1 июня, кажется, они должны предоставить свой проект реформ. Ну, если Инал возвращаться к этой комиссии, то когда она была сформирована? Напомню. Вообще эти комиссии, первая комиссия была сформирована в 2005 году при Сергее Багапше. Это все были комиссии при президентах, так же? А эта комиссия в парламенте. И когда состоялась отставка экс-президента. То есть на самом деле, ну, уже и парламент предоставил свою площадку для того, чтобы реформировать, потому что нет доверия к этой системе президентской, да, потому что все знают, что если президент при себе сформировал какую-то комиссию, что сделал экс-президент? Одну комиссию сформировал, она предложила свой проект, он этот проект так изменил, что потом, если я не ошибаюсь, как раз его президента Бадра Гунба его отозвал из парламента. То есть эта комиссия была сформирована в момент кризиса, когда, кстати, был большой общественный запрос именно на реформы, да, были списки и оттуда, и отсюда, как говорится, да, все предлагали перейти к реформам, но вместо этого элита абхазская политическая пошла на выборы. Ну и снова вот мы на этот круг становимся и будем по нему идти. Я почему говорю, что даже осторожный оптимизм по отдельным позициям в структуре правительства или в администрации города и так далее, они разбиваются и будут разбиваться, на мой взгляд, об вот эту реальность, когда все сформируются, все попробуют, снова власть попробует уже в другой какой-то, на мой взгляд, форме захватить еще больше власти, да, теперь сейчас постараются выиграть все вот эти районные собрания, да, выборы, которые сейчас перенесли, я думаю, что тоже перенесли специально, чтобы подготовиться к ним и тоже выиграть. То есть вот все идут по вот этой колее, пока мы не выйдем из колеи, к сожалению, президенты приходят, потом, вот мы все к этому возвращаемся, и то, что ты говоришь, вот как определить, насколько успешно то или иное министерство, они сами себе ставят задачи, сами говорят, что они их выполняют, но потом народ приходит к стенам, выпроваживают президента, потом приходит новая власть, они тоже говорят, что мы все справляемся, потом снова их народ просит, и вот мы поэтому движемся путем. Но я, исходя из того, что я вот слушал по той комиссии, которая там организована в парламенте, есть две такие точки зрения. Допустим, вот депутаты парламента, они выступают за сохранение, я так понял, мажоритарной системы, но при этом им они хотят, чтобы больше полномочий получить, то есть чтобы президент поделился с ними полномочиями. В свою очередь исполнительная власть, она желает перейти на смешанную систему, но при этом не хочет делиться полномочиями. То есть здесь две такие точки зрения взаимоисключающие. То есть я просто не вижу точек соприкосновения, при которых они бы допустим, к 1 июня какую-то... Но все-таки комиссия Инал состоит не только из депутатов, и
не только, я бы сказал, вообще никак не из представителей исполнительной власти. Там есть юридическое сообщество, там такое, очень такое, скажем так, сборная такая, да. И то, что я, по крайней мере, отслеживаю, вот это как раз юридическое и судейское сообщество, они за то, чтобы к смешанной системе, то есть не удовлетворить в этом вопросе заинтересованность тех депутатов, которые участвуют в работе комиссии, с одной стороны. И с другой стороны, они хотят больше полномочий дать именно парламенту. То есть выходит, что вот это сообщество, запрос общества, экспертного сообщества, он противоречит и тому, что говорят депутаты, и тому, что хочет правительство. Вот с этим. А теперь есть ли механизмы для того, чтобы это все реализовать? Вот вопрос теперь, мне кажется, к общественности тоже. Ты сказал про экспертное сообщество, которое там в этом парламенте заседает, то есть эти приглашенные люди. Но мы знаем, та же Конституционная комиссия при президенте, там тоже были приглашенные люди со стороны. Они сделали свои рекомендации. В итоге президент вынес свой вариант, который отличался от того, что ему предложили эксперты. Не может ли так получиться, что вот опять же эти эксперты, приглашенные уже в парламент, они вынесут свое заключение, а парламент в итоге представит свой вариант? И чем это обычно все заканчивается? Потом в перспективе. То есть, если мы еще раз хотим пройти по этому пути, сейчас есть легитимность, определенная у власти. Сейчас они могут чувствовать, что все нормально. Они могут не выносить такие вопросы, как апартаменты, инвестсоглашения. Это все мы понимаем, да? Но вот если смотреть на перспективу, к сожалению, еще раз, я возвращаюсь, если не будет реформ, то вероятность глубокого серьезного кризиса очень высока, и обычно этот кризис заканчивается тем, чем он заканчивается. Единственное, пожалуй, исключение нынешней ситуации – это то, что у нас новый куратор, и он по-новому работает. И система выстраивается чуть-чуть иначе. Это единственное исключение из нашей привычной такой политической среды. И, возможно, это поспособствует тому, что разными проектами, какими-то активностями не дадут, скажем так, нашей власти совершить совсем уж таких грубых ошибок, и она досидит свой срок и легитимно передаст потом власть и так далее дальше. Может быть, только с кураторством, если кураторство будет более такое сбалансированное, скажем так, более профессиональное, может быть, в этом будет залог некого спокойствия в политической жизни. Я сейчас на что обратил внимание. Ты уже не первый, с кем я беседую, который апеллирует к истине последней инстанции, то есть инстанции, которая, в общем-то, от которой все зависит и которая принимает решения и говорит о кураторе. То есть у нас, в общем-то, то есть я давно в профессии, то есть мы всегда апеллировали, президент и так далее, политическая элита, мы говорили о каком-то консенсусе и так далее. Но сейчас мы все больше и больше апеллируем, говорим, что, в общем-то, все зависит от куратора. Явно, да. Не все, но я с оговоркой. Но вообще, я не знаю, это, конечно, горько звучит, но мы в силу того, что мы оказались не способны сами провести какие-то преобразования, и чтобы мы не расставляли стулья и не находили тех людей, не рассаживали бы людей на этих стульях, у нас, в общем-то, все заканчивалось так или иначе кризисом, То есть президентов мы выбираем, а потом выгоняем, в общем-то. И сейчас
в итоге всех этих манипуляций, то есть наступания на одни и те же грабли, мы пришли к тому, что теперь, в общем-то, не вся полнота у нас решений оказывается за абхазским государством. В общем-то, да, вот как бы это больно не звучало, да, но да, это такая реальность, в которой мы вступили в режим внешнего управления, и сейчас как бы при этом мы хотим, чтобы, да, какие-то вещи произошли за счет этого внешнего управления, то, чего мы должны были сделать, допустим, избавиться от каких-то одиозных фигур, да, от всех этих людей, которые нас системно подводили к этому кризису не первое десятилетие, не одно десятилетие мы к этому шли. Но сейчас, в общем-то, но с другой стороны, вот это все время уповать на вот это вот куратор сделай, куратор... Я думаю, чуть-чуть по-другому, да. Вот извини, что перебиваю. Я думаю, что, во-первых, была серьезная недооценка абхазского общества и то, на что оно способно. И экс-президент возглавил вот эту команду отраслевых профессионалов, которые недооценили, что абхазское общество даже при давлении, я бы даже сказал, в особенности при давлении, оно готово отстаивать свои интересы. Поэтому ведь вектор был чуть другой. Вот с нами общались же как со страной, так, как позиционировали нас наши руководители. Но вот эти истории с апартаментами и инвестсоглашением показали, что абхазское общество будет отстаивать свои интересы, оно чувствует себя здесь, на этой территории, хозяином, да. У нас другая беда. У нас есть, как я говорю, две беды. Это наша политическая система и наша политическая элита. Они друг друга как бы дополняя и друг другу помогая, не дают нам, нашему обществу развиваться. Вот мешают, да? И политическая система не может привести другую политическую элиту, а политическая элита, которая существует, она не хочет другую систему, потому что ей комфортно вот здесь вариться, они друг друга сменяют, остаются во власти. Но вот этот тон, который был, да, при Аслане Бжане, он же сменился. Да? И это как раз заслуга абхазского общества, когда вот встали и сказали, что мы хотим быть хозяинами здесь. И после этого, если помнишь, и свет появился, и социальные какие-то проекты, и все-все-все. То есть как бы мы были услышаны. Вот это событие 15 ноября показали, что на этой... Не сразу, но услышаны. И это как бы показывает, что главный актор в Абхазии – это абхазское общество, абхазский народ. То, что элита не соответствует, к сожалению, на мой взгляд, вот уровню и запросам как бы общества, да, и то, что общество пока не может найти механизмы для того, чтобы привести вот во главу страны и так далее, в управление тех людей, которые полноценно могли бы отстаивать интересы, это проблема наша. Что касается кураторства, здесь почему я считаю, что важный фактор, потому что другие кураторы все-таки работали иначе. И здесь мы видим большее вовлечение вот в нашей реальности, большее знакомление и, я бы даже сказал, такой более профессиональный, что ли, вот подход. Поэтому, если нас услышали, и если кураторы видят, что нам не нравится или что нам нравится, значит, они какие-то вещи делают с учетом как бы вот нашей позиции, нашей, да, абхазской позиции. И в этом смысле у меня есть такие тоже, надежды, что все-таки не будет таких предложений, против которых мы вынуждены будем еще раз так восстать. То есть, как бы, если нас услышали, значит, они как бы... Но главный фактор все-таки, да, это, конечно, абхазское общество. И я считаю, что вот эти выборы, которые прошли, и которые я бы, как бы, предложил бы отложить, и там реформы и так далее, даже они показали, что мы же знаем, как абхазское общество голосует протестно. Если против проголосовало, несмотря на все, все, что происходило, там больше 40 тысяч человек. 42 плюс еще 2 против всех. 44, да? И это очень большая цифра. А если еще хорошенько встряхнуть цифры, то, наверное, выйдет половина, да, как минимум. А если мы еще какие-то другие факторы посчитаем, да, то есть это говорит о том, что живо мы реагируем, но не хватает нам вот этой элиты, которая
готова обеспечивать наши интересы в долгосрочной перспективе и в общении с кураторами, и в целом как бы с миром. Вот я как-то вот так сформулировал. Да. Но пока мы, к сожалению, новая власть, мы не видим каких-то, да, новые какие-то лица появились, но вот о тех задачах, которые стоят перед новой властью, о том, куда они нас приведут и как будут решаться вот те хронические проблемы, которые есть, хотя бы вот в социальной сфере, с тем же электричеством, да, с водой и так далее. То есть у нас пока вот этого нет. То есть я уже не говорю о том, что вот то, что связано там с какими-то такими проблемами, которые там были вызваны, спровоцированы в свое время там экс-президентом Асланом Бжанием, когда отсюда списки людей неугодных отправлялись туда, да, и там кого-то лишили там гражданства, кого-то, я извиняюсь, объявили иноагентом, кому-то как бы депортировали, закрыли въезд там на 10 лет в Россию и так далее, кого-то просто периодически тормозят на российской границе, да, и при этом власть никак не реагирует, да, то есть вот сейчас недавно лидера оппозиции там Адгура Арзанба задержали, потом вот СГБ какое-то невнятное заявление сделало, да, якобы за то, что лишен был как бы прав, но тут же, в общем-то, как бы АНД, я так понимаю, это сам Адгур Арзанба, в общем-то, среагировал, что, в общем-то, все это время никто его не спросил, просто держали, условно говоря, и ни о каких правах там речи не шло. Кроме того, мы посредством этого заявления узнали, что и некоторые другие лидеры оппозиции, которых никак не лишали прав, но, тем не менее, их тоже вот совсем недавно останавливали на границе, и это говорит о том, что проблема существует. И у меня надежда, по крайней мере, вот сейчас пришел новый министр иностранных дел, который, кстати говоря, оказался единственный, который там позвонил Адгуру Арзанба и выяснял все эти обстоятельства. Разделяю твою надежду, кстати. Да. И что у нас все-таки власть будет не отмалчиваться, а будет хотя бы что-то заявлять. Пока же как бы есть какая-то такая, я не знаю, абсолютно как бы непростительная, мне кажется, вот такая тишина, которая, отсутствие какой-либо реакции, это всегда создает еще больше проблемы. Лучше уж скажите, да, вот мы хотя бы решаем этот вопрос, да, но если вы даже это решаем не можете сказать, то, в общем-то, иногда возникает вопрос, а зачем вы тогда нужны, если вы никак не реагируете на то, что происходит с вашими гражданами. Я бы хотел перейти к другой теме. Вот, знаю, ты как бы увлечен искусственным интеллектом. Я вот недавно видел твое видео и с таким на чистом арабском языке, да, ты там какой-то монолог произносил. И учитывая, что вот опять же есть вещи, которые сейчас искусственный интеллект спокойно как бы выполняет, да, то есть и коль речь идет об нашем огромном бюрократическом аппарате, да, там о каких-то министерствах, ведомствах, которые гора родила мышь, да, по принципу, да, вот живут, да. Насколько вот сейчас я как бы не специалист в искусственном интеллекте, я хочу, чтобы для меня вот этого как бы человека абсолютного профана в этом вопросе, да, и я думаю, много людей тоже, которым интересно, вот насколько применим искусственный интеллект вот в системе управления нашего государства. Я вообще, спасибо за эту тему. Я тоже не являюсь специалистом, как я думаю, что очень мало вообще специалистов в мире. Ну, ты хоть знаешь. Да, я взаимодействую тогда с ИИ. Тут важно сказать, что применимо везде. Вот абсолютно везде. Вот любая сфера, которая в голову может прийти, вот там
искусственный интеллект может быть, и я бы даже сказал, должен быть использован и применен. Это как вот если взять какую-то аналогию, вот как электричество. Вот насколько электричество важно для того, чтобы ты был современный, актуален и так далее, вот настолько же важно применять искусственный интеллект во всем. Вот сейчас мы, может, даже в студии, там, обработка видео, там, улучшение качества звука, это я просто такие самые банальные. Важные вопросы вот с... Не, Валеру увольнять не буду. Увольнять нет, но он может быть более, так скажем, больших результатов добиться, да, в работе. Подготовка даже к интервью, к собеседованию, любых материалов, если говорить там о юристах, экономистах и так далее, любые исследования. Очень важное направление – это язык, абхазский язык, искусственный интеллект, то, чем мы увлечены, и вот в фонде Баграта Ченкуба мы будем этот проект дальше реализовывать. То есть направлений очень много, и управления в том числе. И, кстати, вот я сейчас сказал по поводу электричества. У нас там, да, перебои с электроэнергией и вообще с выработкой энергии там, и так далее, электроэнергии. Для развития искусственного интеллекта, для того, чтобы им пользоваться, очень важно электричество. И, кстати, вот сколько Абхазия, абхазское государство будет генерировать и будет владеть электричеством, тем больше возможностей и шансов на развитие в будущем, именно исходя из развития искусственного интеллекта. Ну, вот ты сказал, затронул... То есть отдавать чужие руки нельзя. Да. Вот, если нельзя было до этого электричество там и так далее, перепадный, то сейчас это вот, вот я не хочу сейчас громких слов, но вот если ты хочешь навредить будущим поколениям, то передай это в частные руки. Вот я вот так скажу, это 100% повлияет на жизнедеятельность и на конкурентность Абхазии, абхазского общества в будущем и в настоящем. Ты вот затронул другую злободневную проблему, которая есть, в котором искусственный интеллект нам мог бы помочь. Это вот в развитии, в популяризации абхазского языка. Вот как это можно осуществить? Я сейчас на примере одного проекта расскажу, чтобы как бы такой кейс был. Есть такая платформа Mozilla Common Voice, это там, где записываются голоса. И вот фонд Баграта Ченкуба уже записал 400 с небольшим человек, это около 100 часов. Нам нужно записать на первом этапе порядка еще около 3000 голосов абхазской речи, там текст, выплывает текст, ты должен его прочитать. Один человек должен 15-20 минут прочитать. Потом вот этот весь массив данных можно передать, например, Гуглу или тем же платформам. Они сами берут, кстати, из открытых источников. Например, есть такой GitHub, оттуда берут и всякие чаты GPT, и DeepSeek. DeepSeek – это китайская нейросеть, а чат GPT – это американская. И, например, они немного знают уже абхазский язык, потому что взяли из открытых источников эти материалы. Когда мы нагрузим необходимый массив данных вот в эти платформы, эти нейросети смогут выучить абхазский язык. И ты можешь потом генерировать что угодно. Вот ты говорил о том, что я на чистом арабском языке говорил. Так мы можем сделать так, что я напишу текст на абхазском языке, и человек, который не владеет абхазским языком, он своим голосом, именно своим голосом на чистом абхазском языке будет разговаривать. И это можно будет применять абсолютно везде. То есть любые онлайн-переводчики, любые, например, вышел фильм, и ты там условно по нажатии там, на одну кнопку у тебя перевод автоматически на абхазский язык. Наша с тобой беседа сейчас на русском, да, она может быть автоматически, наш голос как бы будет переведен сразу там, на русский, на английский, на французский, на абхазский, на какой угодно. То есть везде это будет применимо. Создание различных приложений для детей, там, озвучка сказок. Хотелось бы тебе, например, послушать последнего из ушедших на абхазском языке голосом Баграта Ченкуба. Не моим, не актерским, а самого там, автора. То есть вот эти вот очень много вещей можно будет сделать легко, быстро, доступно. И тогда мы сможем создать цифровую среду, где будет абхазский язык полноценно.
То есть все эти социальные сети, где дети находятся, все онлайн-игры, ну, везде. То есть абсолютно вот любую сферу мы можем наполнить абхазским языком, и тогда у нас не будет, вот есть же там система погружения, да, в языковую среду. Получается, что нам нужно погрузить в цифровую среду абхазский язык, и тогда уже каждый, кто окажется вот в абхазской, то, ну, там, абхазоговорящий или желающий выучить абхазский, он автоматически будет в своей комфортной среде, и это будет его окружать, и мы таким образом фактически вот в цифровой эре делаем абхазский язык бессмертным. То есть вот это то, что сделал Дмитрий Гулия там, да, 100 с лишним лет назад, когда он как бы принес абхазский алфавит и сказал, вот учите, да, вот книжка. Вот то же самое сейчас для цифрового мира, то есть нам нужно цифровать голоса и еще больше оцифровать предложения. И тогда решается очень много вопросов. Вот ты мне скажи, вот ты сейчас увлеченно все это рассказываешь, много чего, да, в государственных структурах кто-то этим занимается вообще? Нет, пока. Ну, как-то вот так. То есть это пока вы там в фонде Баграта Шингба сами резвитесь, а больше никто... Мы взаимодействовали, например, когда мы готовили материалы для передачи в Google, да, с там, языковым комитетом и так далее. Ну, вот Нарт такой, Тлыша, есть наш репатриант. Он, к сожалению, сейчас уехал в Иорданию. Мы надеемся, он вернется. Он работал и в фонде языка. Но если быть до конца откровенным, то государство, по крайней мере, там, прошлое, вот, скажем так, как бы управление, именно в лице там, высшего руководства, этот сигнал должен идти сверху, у нас же так это все происходит. Можно сказать, что игнорировалось. Вот. И у меня, кстати, вот большие, воспользуясь тем, что вот у нас запись, я надеюсь, что вот и нынешнее руководство, и в лице президента, нет, и в лице президента, и в лице министра просвещения, я надеюсь, что будет внимание этому уделено, потому что фактически это ответ на вызов современности. То есть у нас есть буквально там, год-два, чтобы успеть туда войти. То есть вот ничего, ни одного рубля Абхазия не заплатила, чтобы в чате GPT или в DeepSeek появился абхазский язык, там, кривой, косой там, и так далее, слабый. Но они это сделали. И там я провел некоторые такие запросы и так далее. Можно интегрировать во многие приложения, если у нас будет тот массив данных, который необходим, переведен и озвучен. Вот эти две вещи, если мы сделаем, то можно потом взаимодействовать, писать им письма, там, добиваться там, и так далее. И они будут интегрировать. Сейчас, например, вот есть умные часы Ray-Ban, они, ты их надеваешь, ты можешь переводить там, с языка на язык. То есть ты будешь ходить в очках, условно увидел там надпись, да, например, и он тебе переведет, или там голосом переведет. То есть ты там прочитал, и у тебя приходит перевод там, на смартфон или другим образом. То есть сейчас технологии так быстро развиваются, что вот нам надо запрыгивать. Но я надеюсь, мы все-таки наши эти структурные всякие изменения, так или иначе, отсутствие структурных изменений будет компенсировано каким-то качеством, да, каким-то интересом. Ну, такая слабая надежда у меня есть, но я все-таки надеюсь, что то, о чем ты говоришь, по крайней мере, те возможности, которые дает нам для развития многих вещей, многих наших проблем хронических, да, искусственный интеллект, он как-то будет востребован нашей властью. Тем более сейчас пришли молодые, 30-летние, 35-40 лет, люди, которые, в общем-то, более современные, чем то поколение, которое как бы здесь 20-30 лет держалось, да, и оно тихо... Даже не имело смартфона, да? Да, даже не имело смартфона, да, их вот так оттаскивали от этой власти, но вот я надеюсь, что вот какой-то технологический прорыв у нас наступит, и
и у власти будет желание, в общем-то, действительно использовать те возможности, которые сейчас появляются. И я все-таки буду завершать нашу передачу. Ливан, большое спасибо. Мы говорили мы всегда говорим о проблемах, которые хронически в нашей стране оказываются нерешаемые, они накапливаются, но тем не менее, вот как бы всегда есть надежда, что все это изменится. Спасибо, Ливан. Спасибо. До новых встреч. Обязательно.